телеканала «Новый век», выпуск новостей. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Остановись, хватит, пора меняться. Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали. Телекомпания «Новый век» меняет формат. Теперь в наших выпусках полная картина дня. Общественная жизнь. Экономика. Происшествия. Культура. Погода. Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто. Ответим на волнующие вас вопросы. Подскажем, чем занять ребенка, где провести досуг, как выбрать полезные и здоровые продукты и многое другое. Все, что волновало и интересовало на нашем канале. «Новый век» меняется для вас, потому что мы – народное телевидение. В Республику Дагестан прибыла делегация из Тувы для награждения посмертно Рашида Салахбекова, спасшего девушку-тувинку. Накануне глава Дагестана Рамазан Абдулатипов вместе с представителями нашей республики посетил село Карланюрт Хасавюртовского района для встречи с родителями Рашида Салахбекова, который в июле этого года трагически погиб, спасая девушку родом из Тувы, тонувшую в реке в городе Москва, сообщает dagpravda.ru. Депутат Государственной Думы Мерген Ожак от имени главы Тувы Шалбана Караула и жителей республики передал родителям Рашида Мухтару и Зульфие Салахбековым орден Республики Тыва. Со своей стороны Рамазан Абдулатипов вручил отцу героя медаль имени Амидхана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Глава Тувы Шалбан Караул, поздравляя 1 октября представителей старшего поколения с Днем пожилых людей, предложил на системной основе обеспечить для них льготное и бесплатное посещение спортивных объектов республики. Соответствующее поручение дано Министерству труда и социальной политики, а также Министерству по делам молодежи и спорта Республики Тыва. В Туве с 1 октября по 1 ноября 2017 года объявлен месячник по сбору имущественных налогов с физических лиц. Цель акции – обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет личных налогов граждан. Налоговые органы призывают налогоплательщиков, руководителей муниципальных образований и организаций принять активное участие в уплате имущественных налогов. И о курсе валют: доллар стоит 58 рублей 2 копейки, а евро – 68 рублей 45 копеек. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. В наличии и под заказ. «Уютный дом», Оюна Курседы, 54. – 28 сентября в селе Цели Байтагинского района загорелось сено на территории домовладения. К моменту прибытия подразделения пожарно-спасательной части сено уже горело открытым пламенем. Площадь возгорания 40 квадратных метров. Огонь был ликвидирован. В результате уничтожено 4 тонны запасов грубых кормов. Дознавательными органами государственного пожарного надзора установлена причина возникновения пожара. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем детей, то есть шалость детей. Аналогичный пожар у нас произошел 25 числа в селе Усть-Илигеско-Изыльского района, где в результате пожара сгорело 10 тонн сена. Причиной пожара также послужило неосторожное обращение с огнем детей. В рамках федерального проекта «Детские сады детям» 2 октября в Кызыле пройдет Всероссийский день приема родителей по вопросам дошкольного образования. Родители детей дошкольного возраста смогут задать вопросы представителям Министерства образования Тувы, Департамента по образованию мэрии города Кызыла, региональному координатору проекта «Детские сады детям», депутатам хурала представителя города Кызыла, Верховного хурала. В этот день родители малышей смогут получить все необходимые консультации и квалифицированную правовую помощь. Всероссийский день приема родителей призван способствовать выявлению общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего принятия мер партийного и депутатского реагирования. Прием состоится 2 октября с 10 до 17 часов по адресу город Кызыл, улица Ленина, 32. Предварительная запись по телефону 2 3707.
30 сентября на стадионе «Хюреш» состоялась очередная ежемесячная спартакиада среди работников культуры Кызыла. В этот раз организатором выступил Национальный музей Тувы. Организации культуры состязались в эстафете, стрельбе из лука и пневматического ружья. Во время основных мероприятий на стадионе также проходили и соревнования по бычьим шахматам. Всего приняло участие 16 команд. Лучшим стрелком из лука стал сотрудник Национального музея. Среди женщин лучше стала сотрудница Кызылского колледжа искусств. В стрельбе из пневматического ружья лучшей стала сотрудница РШИ. В командном зачете первое место у коллектива ансамбля «Саяны». 1 октября в Национальном парке культуры и отдыха Тувы в рамках международного движения «Спорт для всех» прошла акция «Всероссийский день ходьбы». Цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте. Также среди целей проведения дня – продвижение олимпийского движения и ценности олимпизма и пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди населения Российской Федерации. В Туве количество участников составило более 100 человек. Все были награждены грамотами и дипломами. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина объявляет набор в детскую группу с 6 до 16 лет для занятий борьбой, ТВ-Хюреш и сумо. Занятия пройдут 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Утром с 9 до 10 часов, днем с 15 до 16 часов. Плюс бонус 8 посещений свободного плавания. В месяц 2500 рублей. Тренеры-преподаватели, мастер спорта по сумо на Чинмэге Республики Тыва, чемпион Европы среди юношей, чемпион мира среди юниоров по сумо, 3-кратный чемпион Адама среди молодежи Баткар Басан, а также мастер спорта Российской Федерации и Тувы Сайнбелек Шожап. Приветствую девушек города Кызыла. Меня зовут Ангелина. Я профессиональный стилист-визажист. Сегодня будем проводить мастер-класс «Дневной макияж», а поможет мне моя модель Айлуна. Первый этап – это чистка лица перед нанесением макияжа. Мицеллярной водой. Подготовительный этап. Далее мы переходим к базе для макияжа. Данная база предназначена для сухой кожи, но при этом дает матовость. Далее берем тональный крем и наносим на лицо. Далее мы переходим к нанесению консилера. Он скрывает несовершенство кожи. Хлопающими движениями мы распределяем темные круги под глазами. Вот и мы закончили. Правильно нанесенная основа – это гарантия того, что ваш макияж будет стойким. Совсем недавно в микрорайоне Башня открылась пекарня «Утро». Это второй филиал в Кызыле, и находится он в магазине ВСК. На прилавках всегда вкусная выпечка, кулинария и хлеб многих сортов. Утро может быть прекрасным, когда на вашем столе будет присутствовать ароматная, свежая, теплая выпечка прямиком из печи. Один из самых популярных – сырный багет. Это теплый хрустящий хлеб с сырной начинкой. Он полюбился многим покупателям, поэтому раскупается практически моментально. Впрочем, другая выпечка пекарни «Утро» заслуживает не меньшего внимания. Луковые и сырные лепешки с потрясающим ароматом, мини-пиццы, лаваши, эклеры, торты на любой вкус, разнообразное домашнее печенье и многое другое. А в самом магазине ВСК ежемесячно проходят акции по снижению цен на продукцию и бытовую химию. На радио «Голос Азии» новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Небывалый подарок для слушателей приготовил партнер квеста – детский развлекательный центр «Гранд Холла Столичный». На этой неделе ведущие прячут в городе абонемент на месячное посещение центра общей суммой 13 600 рублей. Слушатель, разгадавший загадку, приезжает на зашифрованное в ней место, где его встречает оператор и вручает приз. Важная часть квеста – первым крикнуть оператору ключевую фразу «Замес майонез». Сегодня с этой задачей справился козылчанин Аян. Замес майонез! Отлично.
Вот ваш сертификат. Если вы хотите принять участие в радиоквесте и порадовать своего ребенка большим подарком от детского центра «Столичный», включайте радиостанцию «Голос Азии» в 13 часов и разгадывайте тайны вместе с ведущими замеса майонеза. Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В ближайшие сутки местами по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь со снегом. В горах мокрый снег. Ночью и утром местами туман. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью -1, -3 градуса, днем +11, +13. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.